Приветствую всех участников данной конференции. Хочу поблагодарить организаторов за данную возможность выступить здесь. И также не могу не отметить своего научного руководителя Квачу Ирину Нурьевну за ее всеобъемлющую поддержку в моих начинаниях. Тема моего доклада – молодежный парламентаризм и перспективы его реализации. Выбор данной темы моего доклада был не случайным и берет свое начало с моего подросткового возраста. Будучи школьником, я хотел менять мир вокруг себя и делал это. Взрослее круг моих интересов расширялся, что требовало соответствующих ресурсов и поддержки. Несмотря на то, что в нашей стране уже существовал закон о молодежной политике, как таковых системных программ поддержки молодежи и механизмов ее взаимодействия с государством не существовало. Такая ситуация усугублялась с каждым годом, ведь разрыв между государством и молодежью только расширялся по многим причинам. Но одной из основных была и остается – это отсутствие системы представительства молодежи в государственных органах власти. Также стоит отметить, что сегодняшнее положение в мире требует современных решений и подходов во внутренней и внешней политике. Необходима мобилизация потенциала всего общества для укрепления государственных позиций. Причем здесь молодежный парламентаризм, что это такое и для чего вообще он нужен. Для начала хотелось бы начать с определения. Молодежный парламентаризм – это система представительства прав и законных интересов молодежи как особой социальной группы, которая основана на создании при органах государственной власти или в установленном ими порядке специальной общественной консультативно-совещательной структуры, то есть молодежный парламент, а также иные общественные институты участия молодых граждан в жизни государства. Молодежный парламентаризм также понимается как элемент гражданского общества, представляющий собой механизм реализации молодежной политики в форме участия молодежи в социальных, экономических и общественно-политических процессах. По изложенным выше причинам считаю данную тему актуальной и интересной для ее рассмотрения в моей работе, в которой мы рассмотрим историю молодежного парламентаризма в мире, раскроем их лучшие и худшие стороны, а также поговорим о необходимости развития молодежного парламентаризма у нас в республике и его перспективах. Международный опыт молодежного парламентаризма. Анализ опыта современной молодежной политики свидетельствует, что принцип работы для молодежи уступает сегодня место другому принципу с непосредственным участием самой молодежи. Механизмы, способствующие вовлечению молодежи в общественные процессы, становятся все более востребованными и актуальными. Сегодня представляют интерес институты молодежного парламентаризма, через которые молодежь может повлиять на решение собственных проблем. В мировой практике зачатки молодежного парламентаризма появились в начале 20 века. В 1940 году в США образовалась Молодежная палата Соединенных Штатов. В 1946 году был проведен первый Всемирный конгресс Международной молодежной палаты. Сегодня членами Международной молодежной палаты являются более 500 тысяч молодых лидеров из 132 стран мира. Палата является ассоциированным членом ООН и осуществляет совместную деятельность Европарламента. Основной целью Международной молодежной палаты является активизация международного молодежного движения, развитие лидерских качеств у молодых людей и социальной ответственности. Ее членом может стать любой человек от 18 до 40 лет. Основной целью Международной молодежной палаты является активизация международного молодежного движения, развитие лидерских качеств молодых людей и ответственности, как я отметил ранее. Фактом признания деятельности Международной молодежной палаты в мире является проведение ежегодной «Малой восьмерки» лидеров молодых палат стран Большой восьмерки в одном месте и в то же время, что и глав государств, участниц Большой восьмерки. Такие встречи проводятся с 2000 года, в них принимают участие и представители Российской молодежной палаты. Другим субъектом реализации интересов молодого поколения можно назвать Европейский молодежный парламент, целью которого является предоставление возможности молодежи накапливанию позитивных практических знаний в области политической деятельности, воспитания правосознания и навыков управления. Европейский молодежный парламент представляет собой конференцию, на которой молодые люди имеют возможность свободно выражать свои мысли без какой-либо политической подоплеки. Прошу вас обратить на это большое внимание. Такая отдаленная от политического контекста деятельность
способствует развитию независимого мышления и личной инициативы у молодежи. В этом отношении данная структура на международном уровне создает благоприятные условия для общения между молодыми лидерами всего мира. Ежегодно проводятся 3 международные сессии с участием в них около 300 студентов из 30 государств. Хочу также заострить ваше внимание на том факте, что данный парламент открыт для участия в нем всех обучающихся на пространстве Евросоюза. Опыт развития зарубежных стран показывает, что партнерство государственных органов и молодежи вошло в практику государственной молодежной политики во многих странах Западной Европы. Вместе с тем, в странах с развитой демократией, например, таких как Германия, молодежные парламенты не стали серьезными структурами, которые могли бы реально представлять интересы молодежи. Подобные молодежные парламенты, молодежные школы жизни могут в первую очередь подготовить молодых людей к процессу вхождения во взрослую политическую жизнь. Интересен и опыт развития молодежного парламентаризма на постсоветском пространстве, который также имеет свою специфику. Молодежные парламентские структуры созданы в Украине, Казахстане, Эстонии, Латвии, Армении и Азербайджане. Первый в истории Казахстана молодежный парламент был создан в 2005 году. Он начал свою работу с инициатив и продвижения законопроектов, отстаивающих права молодого поколения республики, закона о государственной молодежной политике, что является прямым примером деятельности молодежной парламентской структуры как института гражданского общества. В Литве был создан парламент студентов. Его главная задача представлять интересы студентов перед правительством и Министерством образования, которые, кстати, и финансируют данные органы. В каждом университете существует представитель парламента. В средних школах также существуют школьные парламенты. В Азербайджане молодежный парламент был создан перед проходящими в стране выборами в 2006 году. Во многом это была поддержка властью инициативы молодежи, желание властных структур не допустить опыта оранжевых революций в Киргизии, Украине и Грузии. Проанализировав практику зарубежных стран, хочу выделить 4 основные типа существования молодежных парламентских структур в мире. Первый вид. Молодежные парламенты созданы при органах законодательной, то есть представительной власти. Например, это сильный орган Великобритании. Далее следует тип молодежные парламенты или молодежные правительства, созданных при органах исполнительной власти, например, в Египте. Третий тип молодежный парламент, социальная программа органов законодательной, исполнительной, одного или нескольких молодежных общественных объединений, например, в Австралии. Четвертый, последний тип, который я хотел бы отметить, это молодежный парламент, общественная организация, например, в Мексике. Очень слабая структура и имеет активную функцию. Теперь хотел бы я перейти к тому, что зарубежный опыт показывает, что функция представительство обозначена как основная для институтов молодежного парламентаризма, является не всегда определяющей, более того, не всегда реальной. В Германии молодежные парламенты в основе своей представляют интересы политических клубов, которые обсуждают актуальные проблемы. В Египте молодежный парламент – это собрание молодежных общественных объединений страны. И в целом не в каждом молодежном парламенте представлены интересы всех групп молодежи. Система формирования молодежного парламента не всегда основывается на принципах выборности. Часто это делегирование или конкурс. Перейти хотел бы к последнему пункту своего доклада. Это молодежный парламентаризм в Республике Абхазия. Раскрыть его историю, структуру, потенциал в наших реалиях. Давайте для начала рассмотрим саму молодежь. На каком месте она находится в государстве и какое к ней отношение. Абхазское общество является традиционным, что с одной стороны создает субординацию между старшим и молодым поколением, а с другой стороны обязывает уважать друг друга. Также в самые тяжелые периоды нашей истории молодежь играла немалую роль. Это говорит о том, что молодежь была всегда особой частью абхазского общества. В современной же истории наша молодежь активно принимает участие практически во всех общественно-политических процессах, но по сей день не имеет ни одного органа представительства, в котором она будет представлена. Возможно, в этом и кроется немало проблем молодежной политики в Республике Абхазия. Ведь, как мы ранее отмечали, принцип «для молодежи» уступает принципу с непосредственным участием самой молодежи.
Справедливости ради нужно отметить, что идеи молодежного парламентаризма периодически возникали во властных кругах и в обществе в целом. Форма и структура была у всех разная, от общественных организаций до молодежного конгресса. Однако ничего из этого не было воплощено в жизнь по разным субъективным причинам. Руководствуясь принципом «рыба гниет с головы, но чистят ее именно с хвоста», и с точки зрения вертикали власти, считаю, что данная инициатива должна исходить снизу, то есть из народа. Поэтому в 2021 году мной было принято решение о продвижении молодежного парламентаризма в Абхазии. Изучив международный опыт, существующую проблематику и особенности нашего общества, занялся разработкой проекта развития молодежного парламентаризма. Расписав структуру, цели и задачи, была необходимость в юридическом ведении. Это познакомило меня с молодыми и талантливыми, кстати говоря, бывшими студентами АГУ Миленой Хватландзе и Беслана Маржба. Они впоследствии стали членами нашей совместной команды по продвижению данного проекта. Совместно мы приняли решение провести встречи во всех районах Республики Абхазия, чтобы обсудить с молодежью и с общественностью в целом формы и наилучшие позиции молодежного парламентаризма в нашей республике. Также был проведен социальный опрос среди молодежи, в котором приняло участие 2395 человек. По итогам опроса было выявлено, что 93% опрошенных за создание подобной структуры в нашей республике. Комбинируя международный опыт, особенности нашего общества, государственные потребности, интересы молодежи и информацию, полученную в ходе встреч, была выявлена наиболее подходящая форма молодежного парламентаризма в нашей республике в виде молодежного парламента при Народном собрании в парламенте Республики Абхазия. Такая форма будет осуществлять представительную и, главное, образовательную функцию на государственном уровне и обеспечить связь между поколениями. Однако, исходя из наших особенностей, была подготовлена индивидуальная структура. Таким образом, за основу берется образовательные и представительные функции. В противовес существующим общественно-политическим устоям была принята концепция политической нейтральности, которая прописана в основном положении о молодежном парламенте Республики Абхазия. Эта концепция подразумевает под собой политику компромисса и формирует иммунитет для полноценной деятельности молодежного парламента. В данном этапе молодежного парламента находится на рассмотрении в Народном собрании в парламенте Республики Абхазия. Депутатам Народного собрания будет представлен как и в целом подготовленный нами проект, так и предложения молодежи со всех районов республики. Сегодня можно с уверенностью говорить о необходимости такого органа и его большом потенциале в сферах формирования и реализации государственной молодежной политики, развития международных отношений, а также консолидации молодежи вокруг идеи независимой, сильной и демократической республики. Верю и надеюсь, что молодежь будет услышана. Спасибо за внимание.